Так, кто в чате, пишите, как звук есть. Добрый день всем. Господа, продолжаем цикл лекций «Австрийская школа в дискуссиях», то есть призму дискуссий. Вторая встреча. И опять те же самые 30-е годы. То есть годы высокой теории, годы, когда появилась такая россыпь экономического материала, о которой, наверное, ни одно другое десятилетие и мечтать не может. То есть появляется Чемберлин и Робинсон формируют теорию монополистической конкуренции. Рональд Коус публикует свои статьи о транзакционных издержках. Но это все меркнет на фоне дискуссий, точнее не дискуссий, на фоне того, что напишет Кейнс с точки зрения влияния и того, что будет возражать ему Хайек. Я начну с двух цитат. Одну сказал нобелевский лауреат Джон Хиггс в книге, которую он написал об этом периоде. Он сказал так: когда будет написана история, настоящая история экономического анализа 30-х годов, центральной фигурой всей драмы станет профессор Хайек. То есть Хайек участвует во всех дискуссиях. Кейнс и все, кто вокруг, социалисты и все, кто вокруг. Почему так получилось? Он единственный из австрийской школы полностью владел английским языком и приехал в Лондон. Все свалилось на него. Вторая цитата самого Хайека. Если бы Лайонел Робинс, который тогда заведовал кафедрой экономики Лондонской школы экономики и политических наук, написал учебник экономической теории, который синтезировал бы взгляды разных школ, это бы могло изменить развитие экономической науки. Но, к сожалению, все пошло так, как пошло. Итак, дебаты Хайек-Кейнс или про то, как экономическая наука свернула в тупик. Когда я задумался, вот в чем суть спора, зачем это сегодня? А на самом деле, потому что все продолжается. Невзирая на то, что настоящий спор шел вокруг узкой проблемы бизнес-цикла экономического, все это выливалось в более широкое противостояние о роли государства в экономике. И двумя цитатами я на самом-то деле могу рассказать всю суть спора. Хайек исходил из того, что любое вмешательство государства в экономику есть зло. Цитата из Кейнса: оставлять в частных руках регулирование объема текущих инвестиций небезопасно. Все, больше нужно, собственно, ничего по позициям даже не говорить. Один считал задачей науки обосновать применение инструментов экономической политики в угоду тем инструментам, которые работали в тот или иной период, менял свои теоретические взгляды, а второй считал, что задача науки объяснить логику развития человечества и всех спонтанных порядков. У меня поэтому специально Хайек справа, Кейнс слева. По политическим взглядам. Очень коротко, интеллектуальная такая биография как раз до момента спора. Кейнс, да, и фотографии я искал специально вот как раз в начало 30-х годов. Кейнс родился в 1883. Его отец, известный профессор Кембриджа Джон Невилл Кейнс, его наукой логики известный методолог, известный этик, известный философ, экономист. Естественно, сын получил блестящее совершенно образование. Это Итон колледж для мальчиков, наверное, чуть не лучше для старшеклассников колледж
Англии. После этого он поступил в Королевский Кингс колледж Кембриджского университета и учился там с 1902 по 1906 год. Специализировался больше в математике, получил семестр работы с Альфредом Маршаллом. Маршалл достаточно высоко оценивал его аналитические способности, на самом деле очень высоко. Как только закончил, он пошел работать в департамент по делам Индии, занимался в том числе анализом внедрения функционирования финансовой системы в Индии. Индия вроде бы колония, но достаточно такая независимая из-за объемов страны, из-за величины страны. В параллель Кейнс написал диссертацию. Диссертация по теории вероятности. У него есть своя теория, совершенно достаточно оригинальная, не повторяющая другие, когда он вероятность свел к все-таки больше субъективным оценкам, чем каким-то числовым. После этого он сразу получил приглашение на преподавание у себя же в Кингс-колледже. С 1911 он уже был full профессор, то есть полноценная ставка. И в 2011 же году и до конца жизни, практически до 1945-го, он был редактором в Economic Journal. Один из самых серьезных британских экономических журналов научных. Как раз он получил пост редактора. С 15 по 19 он уходил в Министерство финансов. При этом он был и советником, можно почитать интересные такие экспертные его заключения, и как это повлияло на Министерство финансов в годы Первой мировой войны британское. В 19-м он ездил на Версальскую мировую конференцию как эксперт министерства, не поддерживал репарации, те, которые наложили на Германию, объяснял, что это приведет к реваншистским настроениям, и по этому поводу написал совершенно блестящую работу, по мне лучшую его работу, «Экономические последствия Версаля». Сжатая, краткая, абсолютно понятная. Когда его не захотели слушать, он сказал: «До свидания, я больше не работаю на Министерство финансов». Таких прецедентов в истории вообще мало можно найти, чтобы те, кто попали в чиновники, вот таким вот тоном уходили. Но ему было куда уходить, он вернулся на кафедру. Кафедру к тому времени Маршалл оставил Артуру Сесилию Пигу, то есть не Кейнс был заведующим кафедрой в Кембридже, но собралась совершенно блестящая когорта экономистов, их было много, Кейнс был среди них неформальным лидером. В 1923 году он выдает трактат о денежной реформе, совершенно интересное произведение, на русский язык переведенное кусочками. Ну вот я его читал в журналах советских 1920-х годов, то есть его перевели очень быстро, куски из этого трактата. Почему перевели? Кейнс женился на бывшей балерине Мариинке госпоже Лопаховой и приезжал в Советский Союз, то есть у него было 3 визита. Первый там официальный на уровне общения еще с наркомфином, а 2 остальных были частные визиты, но он приезжал, он что-то изучал, смотрел, наблюдал, видел. В 1925 году он выдает еще один памфлет «Валютная политика мистера Черчилля», тоже переведенный на русский, можно легко читать, где полностью критикует и обоснованно совершенно решение Черчилля как главы казначейства тогда вернуться к довоенному золотому стандарту по уровню. То есть когда уже совершенно не было обеспечения, когда был совершенно другой уровень цен, Черчилль выбрал такое. Ну и в 30-м году трактат о деньгах. Такая двухтомник, серьезный, на 600 страниц, сбивчивый, тяжелый. Вообще, еще хуже, чем общая теория читать. Это британская элита аристократии. Вот в положении роль Кейнса. Он ругает Черчилля, а Черчилль зовет его экспертом чего-нибудь проанализировать. Приходит в следующий кабинет, его опять зовут экспертом по каким-то экономическим вопросам. Второй сынок, профессорский, тоже с класснейшим образованием. Фридрих в хорошем смысле. Фридрих Август фон Хайек. Он моложе. Он 1899, если помните, там 83. То есть 16 лет разницы.
Но, да, я долго искал вот фотографию 30-х, самую молодую, только вот на книжке нашел, отдельно даже нигде не нашел, издали сборник хайековский выпустили, вот здесь он такой как раз ранний, Хайек 1931 года. Он попал на австро-итальянский фронт и почти год воевал в артиллерии, в Первую мировую. И когда вернулся, поступил в университет. В университете учился 3 года, совершенно много есть воспоминаний, в том числе его, об этих годах, совершенно блестящие годы. В 21-м получил доктора права, потому что учился на юрфаке, отдельной экономики не было. Это было правоведение. И после этого получил приглашение через Людвига фон Мизеса, он попал юрисконсультом в счетную палату, такое было образование, именно послевоенное, по расчету репараций, которые на Австрию тоже были наложены по итогам Первой мировой войны. Но в параллели он продолжал заниматься экономикой, ему было очень интересно, он был участником Мизесовского приват-семинара. Это отдельная тема, тут можно целую лекцию посвящать венским кружкам. У меня она была такая публичная же как-то на эту тему лекция. И он продолжал работать, он работал с Фридрихом фон Визером, учеником Менгера, прямым учеником, то есть второе поколение школы. И в 1923 году он получает еще одну степень доктора экономики, после чего попадает на стажировку в США. Организовали через Шумпетера, который уже уехал, либо собирался, рекомендательные письма. И в тот момент перемещение между странами была большая редкость. То есть если не общались между собой, вплоть до того, что когда-то вот боюсь только соврать пофамильно кто, но условно Визер и Маршалл, то есть англичанин и австриец в одной деревушке летом в Альпах отдыхали и не сходили друг к другу в гости, что я буду стеснять коллегу в отпуске. И там про экономику что-то говорить. Плюс мы лично не знакомы. Конференций тоже не было много, и поэтому попасть за границу это было очень здорово. Вот Хайеку довелось, и он общался с Джоном Бейтсом Кларком в США, общался с Ирвингом Фишером, то есть с достаточно серьезными американскими экономистами того времени. Когда он вернулся, он и Мизес учредили Австрийский институт экономических исследований делового цикла, по-немецки конъюнктур, то есть исследований конъюнктуры, и был приват-доцентом Венского университета, то есть приват-доцент это такая должность, которой у нас нету, и которой уже, наверное, сегодня нигде нету, когда человек не был в штате университета, а он просто приходил читать лекции, ему за это студенты оплачивали непосредственно его лекцию. Все знали, что цена лекции Хайека это такси от института исследовательского в универ и обратно. То есть все знали абсолютно ставку. То есть это было ради удовольствия, но если ты не работал приват-доцентом и потом не написал книгу, монографию, то только по итогам вот такой работы ты мог попасть уже в полные профессора, поэтому была огромная и очень тесная связь практиков с теорией, практиков с университетами. То есть люди уходили в практику, но считали в удовольствие для себя проводить исследования, приходить, рассказывать, вести курсы. В 1928 году на конференции в Лондоне Хайек познакомился с Кейнсом. По воспоминаниям Хайека, по своей обычной привычке, Кейнс прошелся по мне тяжелым катком. Но я очень четко ответил на все его вопросы, дискуссию выиграл, и с той поры он стал относиться ко мне серьезно. В 1931 году Лайонел Робинс приезжал в Вену, и чтобы мы понимали, уровень развития теории цикла в Венском университете это номер один тогда в мире. То есть даже близко ничего не было, я вот потом одну цитату из Кикса покажу по его оценке того, что было в 30-е годы. И Робинс, будучи совершенно восхищенным развитием исследований в Австро-Венгрии, приглашает Хайека
в Лондонскую школу экономики прочитать цикл лекций. 4 лекции это было. Лекции назывались «Цены и производство». Маленькая книжка, совершенно, на мой взгляд, блестящая. Поэтому по итогам этих лекций издана. И лекции были эти очень популярны. То есть Лондонская школа экономики получила совершенно неожиданно для себя такой прилив, опять же, со стороны. Ну и кроме того, в 29 году на немецком, а в 33-м потом будет переиздана на английском книга, которая по-английски звучит Monetary Theory and Trade Cycle. Такая у Хайека, не очень большая тоже книга. Ну и резюмируя, то есть на начало 30-х это просто визитинг профессор, австрийский, а с 33-го после Аншлюса считается австрийский эмигрант в Британии против британской аристократии. Вот, наверное, вот такое введение с точки зрения их положения, их интеллектуальных достижений на тот момент. Я позволю себе, наверное, потратить немножко времени, чтобы рассказать смысл теории. Хайек продолжает традицию, которую Менгер начал, Бембауэр, Квизер, Мизес разрабатывали дальше, то есть в рамках австрийской традиции существует уже полноценная теория циклов. Есть экономическая проблема, то есть как сделать так, чтобы соответствовал уровень производства уровню предпочтений людей, то есть потребностей. Есть решение этого вопроса, решается он через сигнальную функцию системы относительных цен. Как только относительные цены на какой-то товар растут, значит этот товар нужнее. Совершенно понятно, туда идут инвестиции, этот товар начинает производиться в большем объеме. То есть это вот такое горизонтальное распределение, что производить сегодня. С другой стороны, есть такое вертикальное распределение во времени, то есть через систему процентных ставок, которая обусловлена, опять же, желаниями потребителей, то есть их межвременной ценностью потребления, идет распределение дохода текущего на потребление и сбережение. Все, что мы сберегли, на самом-то деле может быть вложено в производство. То есть мы отказались от текущего потребления, доверили эти сбережения инвесторам, они их используют. Совершенно понятно, что используют они это в целях приращения производительности производства. Чем более капиталоемкое производство, тем больше его эффективность, а значит в следующем периоде времени мы получим больший уровень потребления. Вот, собственно, логика двух сигналов. Сигнал относительных цен товарных и сигнал процентных ставок во времени. Может, я пока даже не буду рисовать, если будет понятно. Я вот так вот пока покажу. Смотрите, есть стандартная штука. Внизу ставка процента рынок сбережения и инвестиций. Сбережение как положительная функция, спрос инвестиционный как отрицательная. А вверху всем абсолютно известная кривая производственных возможностей. Здесь инвестиционные товары, там потребительские товары. Ну, то есть есть возможности производства в определенный момент времени. Дальше размышление такое. Люди добровольно увеличивают сбережения. То есть линия сбережений перешла, сдвинулась вправо, на нижнем графике видите. Ставка процента упала, совершенно понятно, потому что сбережений стало больше. При этом сократилось количество потребления, то есть потребительский спрос сократился. Мы добровольно решились потреблять меньше. Мы начали сберегать. Потребительских товаров стало потребляться меньше, то есть фактически вот из этой точки мы перешли вот сюда, если по верхнему графику смотреть. То есть потребительских товаров меньше, инвестиционных товаров больше. Произошло перераспределение ресурсов в обществе в пользу производства капитальных товаров, но что это дало? На самом деле, это вот знаменитые треугольники Хайека, о которых чуть ниже. Что это дает? Это дает возможность изменить количество стадий производства. Видите, появляются новые стадии,
производство становится все более и более эффективным, линия производственных возможностей сдвигается, на выходе потребительских товаров по мере роста стадий производства становится больше, мы уже можем потреблять вот так, не меньшее, а большее количество потребительских товаров, и еще и инвестиций у нас больше. Мы вышли на новую кривую производственных возможностей. Понятна логика это? В принципе, все совершенно здраво, все совершенно понятно. Что важно? Важно, что все это добровольно. Вот сейчас мы рассматривали случаи абсолютно нормального экономического роста. Это добровольный отказ от текущего потребления и приращения из-за этого инвестиций. То же самое на денежном рынке может произойти в условиях банковской системы, когда процентная ставка сбивается. Ну, условно, есть тот же рынок инвестиций, есть тот же объем сбережений, но только она сбивается через приращение денежной массы в банковской системе. Ну, дельта М я написал. Видно. То есть мы увеличили количество денег и сбили процентную ставку вниз с R1 до R2. То есть все, начало точно такое же. Опять стало выгодно вкладывать деньги в производство капитальных товаров, потому что ставка процентов уменьшилась. Идет переструктурирование производства, но люди ведь не стали потреблять меньше. Их потребительские предпочтения остались такими же, как и были. Более того, на момент, когда это произошло, вот был создан ВВП какой-то, да? Условно, вот такая доля потребительских товаров в нем была, вот такая доля капитальных товаров. И это соответствовало потреблениям сбережений. После этого ставку процента сбили, инвестиционный спрос вырос. Он вырос, но капитала-то ведь осталось столько, сколько раньше было. Резко цена капитальных товаров начинает идти вверх. В следующем периоде времени, раз сюда выгодно вкладывать, то именно в эти тяжелые отрасли производства станкового и прочего оборудования идет капитал. Но ресурсы-то ограничены. Откуда он может прийти? Только из отраслей, которые раньше производили потребительские товары. А люди не отказались. У них по-прежнему желание потреблять вот такое количество товаров, а в следующем периоде на самом деле произведено их меньше. И вот идет постоянное искажение структуры производства, структуры потребностей. В первый момент надо перенастроить рынок труда, чтобы люди ушли в токари и прочие производители тяжелого оборудования. А во второй момент оказывается, что цены потребительских товаров назад хотят идти. Нам пекари нужны. Опять нужно перестраиваться, переобучаться. Второй момент, который очень-очень важен, то, что когда мы даже добровольно все вот это делаем, на весь период разворачивания вот этих инвестиционных процессов нужно, чтобы мы отказались от текущего потребления. То есть, чтобы не было инфляционного давления на потребительские товары весь этот период. Чтобы мы могли это выдержать. Знаете, у меня за что люблю нашу страну? За то, что любой пример доведен до логического завершения. Вот есть у меня сейчас замечательный совершенно пример, белорусская АЭС. Подходит практически под любой анализ экономической политики. Смотрите, начинается строительство АЭС. В чем смысл? Вот для чего вообще для чего это делается? Очевидно, для того, чтобы в какой-то следующий период времени получить более дешевую энергию, получить за счет этого больший рост эффективности других производств, удешевить производство другой продукции, увеличить ее. Ну, совершенно логично. Но на весь период времени, когда вложены деньги в строительство, мы ведь еще приращения потребительских товаров никаких не получили. И не важно, что это делается за кредит, например, взятый там, в России. Да? Кредит пришел, но ресурсы-то оттуда не пришли. Мы платим деньги строителям. Мы платим деньги инженерам, которые там работают. Совершенно понятно. Их доходы растут. Мы их переманили из других отраслей.
доходы растут, а потребительских товаров в стране не растет все это время количество. До тех пор, пока до конца мы не раскрутили весь инвестиционный процесс. И вот это давление, оно все время, я к этому буду возвращаться еще сегодня, оно все время вот давит в сторону искажения структуры производства. В январе 1931 года в маршалианском обществе Кембриджа Хайек ужал все свои 4 лекции до одной и прочитал лекцию коллегам из другого вуза, которые считали своим учителем, ну не учителем, но, по крайней мере, Кейнса считали все старших товарищи звездой. Кейнса самого не было. Ну, то есть были какие-то дела, то есть он не присутствовал. Хайек закончил лекцию, в зале вот мертвая тишина. Это Эйбенштейн написал в книге про Хайека чьи-то воспоминания, может, самого Хайека. И Ричард Кант, который как раз придумал мультипликатор, только мультипликатор занятости, чтобы вот как-то разрушить вот эту атмосферу напряженности, говорит, то есть, а выход же простой. Если начался кризис, когда вот все это начинается, да, вот уже давление в сторону инфляции, надо все вернуть назад. Надо каким-то образом вернуть процентную ставку назад, уменьшив денежную массу, все начинает разворачиваться в обратную сторону, начинается кризис. Потому что не хватило того, что называется комплементарные ресурсы. На те цепочки производственные, инвестиционные, которые мы вроде бы начали, нам не хватило труда, нам не хватило дополнительного капитала, оборотки не хватило. Да? Сбили ставку процентную, начали что-то инвестировать, а потом выходит целый президент и говорит, что в Беларуси долгостроев вдоль дорог столько, что можно любое производство начинать. Логично. Поставили здание, а оборотки потом нету. Надо бросать этот инвестиционный продукт. То есть смысл в том, что капитала не хватает. Они пустые стоят не потому, что капитала много, а потому что не хватило. Путь решения простой. Надо сберечь добровольно, направив на прирост капитала, и вперед. И вот Кант говорит, то есть вы хотите сказать в своей лекции, что я сейчас, если я выйду и куплю новое пальто, то я буду провоцировать кризис? Хайек ответил, да. И вот доказательство это все вот эти мои треугольнички. Совершенно другое. Я попробовал как-то, да, в табличку свести. Я вернусь к ней лучше потом. Лучше назад. Буду вытирать потихоньку здесь. И что в это время, больше у нас нет, говорил Кейнс. Кейнс в 30-м году публикует трактат о деньгах. По большому счету, в тот момент была действительно серьезная проблема. Завышенный обменный курс приводил к тому, что в Великобритании безработица перевалила уже 10%, но бороться с ней было невозможно, потому что было нужно снижать издержки, а набравшие силу профсоюзы абсолютно не давали это сделать. То есть установилось то, что он назвал жесткой заработной платой. И надо было... простой путь, конечно, вбросил денег в виде госрасходов, занял людей, обеспечил их чем-то. Надо было как-то это обосновать. И обоснование получилось очень путанное. То есть получается, что вот если посмотреть трактат о деньгах, то Кейнс с разных сторон как-то заходит на это решение проблемы безработицы, но так ее и не решает. Он говорит... Да, во-первых, появляется идея предпочтения ликвидности. В классическую, кембриджского варианта функцию количественной теории он добавляет функцию спроса на деньги, как, скорее всего, как актив все-таки, спекулятивного спроса на деньги, когда он говорит, что процент это не цена за сбережение, это не цена времени, процент это плата за отказ от ликвидности. То есть человек всегда предпочитает ликвидность в кармане, деньги самый ликвидный товар, и для того, чтобы он отказался, ему надо дать процент.
И потом все переводит в уже выбор между деньгами и акциями, облигациями, как другими активами. А сбережения, он называет, это разница между ожидаемым доходом и нашими текущими расходами на потребление. Получается, что уровень цен производно выступает функцией от объема сбережений. Но сбережения, он говорит, могут быть и вынужденные. Например, если ставка процента упала, предприниматели начинают делать инвестиции. Да, логично. Раз они начинают делать инвестиции, он говорит, появляется случайный прирост прибыли. Или инфляция прибыли, называют это. Естественно, дальше идет конкуренция за ресурсы, потому что надо переманить. Ресурсы ограничены откуда-то. Начинается инфляция доходов владельцев ресурсов. Я думаю, что здесь еще термин инфляция употребляется в старом значении, которое было там изначально до Второй мировой, когда инфляцией называли рост количества денег непропорциональный росту потребностей в деньгах. То есть еще не в ценах, а в количестве все-таки. И здесь есть такой нюанс у Кейнса, что он пользует термин и инфляция прибыли, и инфляция доходов. Но в конечном итоге эта инфляция доходов приведет к росту цен, а рост цен простимулирует производство. Когда Хайек будет критиковать, он как раз эту схему очень сильно раскритикует. Подход. Дискуссия началась в 1931. В августе по просьбе журнала «Экономика» Кейнс публикует первую часть обзора книги «Трактата денег». Указывает на абсолютно негодное определение сбережения инвестиций, то есть которые просто так нельзя даже использовать. Во-вторых, он как раз вот тот путь решения экономической политики, который Кейнс считает правильным, он говорит, он неправильный. Почему? Потому что если вырастут цены и даже простимулируется производство, то профсоюзы будут требовать роста заработной платы, и мы попадем просто в виток цен очередной, и в спираль цена зарплаты, и ничего абсолютно не решим, никакого стимулирования производства. Потому что выросшие зарплаты – это рост издержек, который перекроет рост цен, и никакой выгоды для прироста производства не будет. То есть для длинного периода это вообще не годится. Ну и был третий момент, наверное, который больше всего и задел Кейнса. Я в конце буду рекомендовать, что почитать. Вот, конечно, почитать Евгения Михайловича Майбурда, совершенно, не знаю, для меня лучший учебник по истории экономической мысли. Он сейчас его до трехтомника довел. И вот он нашел где-то информацию, что на вот эти 26 страничек замечаний Хайека 34 карандашных наброска Кейнса. С чем он согласен, где там он не согласен. Это серьезно, это возражение на каждой странице называется. И самое главное, мне кажется, самый главный укор выглядел в глазах Кейнса тем, что Хайек сказал. Кейнс взял только часть теории Викселя. Кнут Виксель разработал теорию ставки процентов в 1906 году. Он взял только часть ее, но не взял его теорию капитала. И поэтому вся экономика у него превратилась в движение денежных потоков. Он не рассматривает вообще никаких движений в реальном секторе, в реальной жизни, в реальном капитале. Почему это было ударом? Потому что Кейнс в 1914 году он делал обзор книги Мизеса «Теория денег и фидуциарных средств обращения». И это была очень жесткая критика книги Мизеса. А когда он уже издал трактат о деньгах, он проговорился, говорит, когда я делал этот обзор, я по-немецки понимал только то, что я уже знал до того. И когда Хайек вот просто раскладывает по полочкам ошибки, а потом еще говорит, ты Викселя неправильно прочитал, а Виксель по-немецки писал, он швед. Его книга на немецком, не на английском. Вот. Это был очень сильный укор. Кейнс завелся. Не дожидаясь второй части обзора,
В своем журнале, нет, в экономике, в том же журнале, он публикует ответ в ноябре. Чистая теория денег, ответ доктора Хайека. Хайек читал работу с предвзятостью. Хайек не понял мою теорию. Ну, хорошо, не понял, объясняй. Да, у меня нет теории капитала, но она вообще не разработана никем. Исключить теорию капитала из анализа, да, то есть когда ее вообще нету, это недопустимо, когда ты анализируешь цикл. Но до сих пор все нормально. А в третьем элементе Кейнс перешел к этические нормы. Он начал в ответ критиковать книгу «Цены и производство». Причем критиковать такими словами, которые в научном мире не приняты. Это выдающийся пример того, как начальная ошибка хорошего логика логично приводит в бедлам. Кейнс, конечно, по молодости был членом блумсберийской группы кружка Вирджинии Вульф. Может, там и допустимо было такие выражения, но Хайек был возмущен. Более того, Пигу согласился, что это возмутительно. Пигу сторонник вроде бы Кембриджа и заведующий кафедрой, но он как раз поддержал, он считал, что работа Хайека очень хорошая. Недаром в общей теории занятости Кейнс уже и на Пигу набрасывается откровенно. При этом в ноябре же начинается переписка. Кейнс написал первым, задал какой-то вопрос Хайеку, Хайек ответил, переписка предельно уважительная. То есть два профессора, тактично, интеллигентно, то есть все в рамках переписки совершенно здорово. В феврале выходит вторая часть обзора, и в письме в марте Кейнс Хайеку пишет: «Я делаю шаг назад для развития центральной позиции теории». Но письмо же никто не видит, только он и Хайек. А на публику он выбирает из всей кембриджской группы того, кто лучше всех знает немецкий, и который знает теорию Бембауэра капитала и теорию Викселя процентную ставку, выбирает Пьера Срафу и говорит: сделай вот ты теперь обзор хайековских цен и производства. Срафу я выношу отдельно. Там был спор о ставке процента, это может быть отдельная дискуссия, это может быть отдельная лекция. Здесь я не буду подробно об этом говорить, но Хайек вынужден распылиться, то есть он пытается еще и там возразить, и здесь, и после этого выходит еще и обзор Ральфа Хоутри. По мне, он вообще не понял идеи перераспределения капитала между различными секторами экономики. Он говорит, рост цен должен одинаковые стимулы для всех отраслей создавать. Но рост цен это одно, а изменение процентной ставки это другое. То есть в Англии не была развита монетарная теория, связанная со ставкой процентов. И вроде бы все закончилось. И вроде бы и полемика такая очень условная. Но тут начинается пиар. Хайек проиграл. Он с Раффи в конечном итоге не возразил, он Кейнсу не возразил. А Кейнс на самом деле взял время для изменения позиции и выдает общую теорию занятости процента. И в ней действительно, надо отдать должное, меняется подход. Появляется, во-первых, идея агрегированного спроса. То есть совокупный спрос – это идея именно 1936 года. Отказываясь от всех вот тех инфляций, прибыли и доходов, он напрямик теперь увязывает две вещи. Он говорит про основной психологический закон, когда потребление растет меньшим темпом, чем растет доход, а значит объем сбережения в экономике становится все больше и больше, его куда-то надо девать. Вот это он вводит понятие ожидаемой предельной эффективности капиталовложений, marginal efficiency of investment у него. И, конечно, идею мультипликатора и говорит, снижение процентной ставки – ключ к решению всех проблем. Мы можем снизить процентную ставку, через это мы, поскольку инвесторы сравнивают ее с ожидаемой прибыльностью инвестиций,
мы простимулируем инвестиционный спрос, и он размышляет именно в агрегированных показателях. Он не размышляет про структуру капитала. Вырос инвестиционный спрос, выросла занятость, а логика же его очень проста. Я попробую зеленым, потом уже чем-то буду вытирать. Ведь смотрите, он даже книгу называет «Общая теория». В противовес всем он увязывает денежный, как он думает, и товарный рынок. Менгера не увязывает, если внимательно прочитать. Для него откровение. У него не хватало все-таки экономического образования. Хайек как-то сказал, иногда Кейнс выдавал что-то за откровенное открытие свое, а на самом деле это уже до него 54 раза изобрели, раскритиковали и отвергли. Это не изобрести велосипед, да, то есть на самом деле он потом сам тоже от этого откажется, но в тот момент вот у него кажется, что озарение. И он говорит, смотрите, цель наша занятость, да, то есть вот она, labor, да. Что влияет на занятость? Влияет объем ВВП, объем доходов. Что влияет на него? Влияет, он говорит, совокупный спрос, aggregate demand. Что на совокупный спрос из трех компонентов? Потребление, инвестиции, госрасходы. Что влияет на потребление? Предельная склонность к потреблению. Да, он говорит, есть вот психологический закон, предельная склонность к потреблению влияет. Что влияет на инвестиции? Влияет на инвестиции две вещи. Ставка процента и ожидаемая предельная эффективность инвестиций и ставка процента, interest rate. На ставку процента влияет что? Спрос на деньги и количество денег, предложение денег. А вот теперь ключевой момент. А что в основе кейнсовой теории? Неопределенность. Потому что неопределенность как явление мира, оно влияет и на предельную склонность, и на ожидаемую ставку инвестиций, и на спрос на деньги. И получается, что как только неопределенность возрастает, и у Кейнса неопределенность очень она неопределенность институциональная. Для него деньги – это решение проблемы неопределенности через денежные контракты. И нынешние посткейнсианцы продолжают эту традицию. Та же теория Мински, современная теория, которой они пользуются для объяснения бизнес-цикла, она как раз в опору берет вот эту неэрготичность мира, принципиальную непознаваемость и неопределенность. Но дальше получается такая любопытная штука. Он говорит, как только ставка процента упала достаточно низко, мы попадаем в ликвидную ловушку, когда любое превращение количества денег больше не способно сбить ставку процента. Ставка процента настолько низкая, что просто мы не можем сбить дальше, и все. Не работает вот тот вид политики, который до этого работал. И путь один, вот он. Давайте увеличивать госрасходы, это же такое хорошее явление. Увеличим госрасходы. При этом Кейнс, он не видел инфляционности здесь. Когда Хайек будет ему возражать, не за то, чтобы это было. Он же говорит, все равно же на самом деле эти сбережения нехорошие инвесторы инвестировать не хотят. Да? То есть они как будто никто не падал вниз на Уолл-стрит в США головой в 29 году после краха. Они такие нехорошие, они боятся завтрашнего дня, они не хотят инвестировать. Поэтому давайте заберем у них в виде налогов и бросим это в виде госрасходов. Они все равно не будут все равно инвестировать. Давайте заберем у богатых и отдадим бедным. У бедных предельная склонность к потреблению выше. Мы простимулируем совокупный спрос. Я был очень удивлен. Оказывается, в 1938 году первый раз на русском издали общую теорию. Ее перевели моментально. Она была тиражом то ли 100 экземпляров, то ли что, и там для служебного пользования. То есть уже потом в 1957 году, когда второй раз издали, она как-то пошла для научных библиотек, а тогда вообще там для служебного пользования, но издали еще. Вот два подхода. Кейнс и Хайек. Один говорит, цель, чтобы структура просто соответствовала предпочтению. Второй, цель четкая, максимальная, полная занятость. В чем
Причина кризиса, которую мы видим, Хайек говорит, прекратили, наконец, кредитную эмиссию, чтобы не допустить инфляционного роста потребительских товаров. А на самом деле глубинная причина – это те диспропорции, которые накопились за время квази-бума, когда мы вкладывали не в те отрасли. Как восстановить это? Надо прекратить необеспеченный кредит, вернуть процентную ставку на естественный уровень, накопить новый капитал и развиваться. А глубинный способ восстановления – восстановить доверие экономических агентов, когда они знают, что система цен и система процентных ставок соответствуют предпочтениям. А у Кейнса все просто. Непосредственная причина – вот снизился совокупный спрос. Неважно почему. По внезапным причинам упал. То есть внутри модели нет объяснения. Если обратите внимание, у Хайека объяснение есть. Ограниченность ресурсов, и отсюда все проблемы. А тут вот упал совокупный спрос. Почему? Потому что предприниматели не верят в завтрашний день, не хотят делать инвестиции. Как решить? Простой способ я рассказал. Увеличить расходы, повысить предельную склонность, перераспределив доходы, сбить ставку процента. Но долгосрочный все равно способ восстановления глубины. Нам нужно восстановить доверие экономических агентов. Нам нужно, чтобы предприниматели поверили в завтрашний день и начали делать инвестиции. Я могу сбросить это куда-нибудь, как договоримся. У Хайека тоже неопределенность на каждом шагу. Не удалось лучше перетащить, просто это надо всматриваться. Но неопределенность во всем. Другое дело, что неопределенность хайековская решается миллиардами решений в рамках рыночного процесса. А неопределенность Кейнсова решается через увеличение госрасходов. А вот теперь такие проблемные вещи. Хайек не ответил на выход общей теории отдельной работой с критикой общей теории. Есть много точек зрения, почему это не произошло. Одну проанализировал Брюс Колдуэлл, известный историк мысли. Он в Дьюк Университете возглавляет Центр изучения истории экономической мысли. Он биограф Хайека, очень много. И издавал по этому поводу статей и книг. Вот он нашел одну большую проблему. Хайек готовил большой ответ. В 1936-м, когда вышла общая теория, у него почти была готова книга, которая выйдет в 1941-м под названием «Чистая теория капитала». И Хайеку казалось, что он вот-вот закончит ее, но ему нужно было найти человека с совершенным английским, французским, немецким и математика, понимающего экономику, для того, чтобы все вот его треугольнички абсолютно логично вписать в объяснение. Ему был нужен помощник, и он уперся, он не нашел на тот момент вот этого вот research assistant, то, что называется в современном мире. Потом были другие причины. Хайек отвлекся. В 1937-м он пишет 2 статьи в сборник о социалистическом планировании, о котором мы в прошлый раз говорили. В 1936-м он отвлекся тоже на дискуссию с Ирвингом Фишером о капитале. Потому что, опять же, больше нет. Да, то есть идет нападка, ну, какая-то атака на теорию капитала, надо отвечать. После этого получилось, что... А потом начинается война в 1939-м, Вторая мировая, и к 1941-му, по воспоминаниям, это был вариант либо сейчас издавать в том варианте, в котором есть, либо уже не издавать никогда. И вот она вышла в таком сыроватом виде, эта книга. Но это была причина, почему одна причина. Вторую, как-то сам Хайек сказал, когда уже вышел вторая часть его обзора в 1932 году, он пришел к Кейнсу и начал объяснять, что он не прав на самом деле в трактате о деньгах. А Кейнс говорит, он меня обезоружил. Выкини с головы, я уже сам в это не верю. Ну,
присказка, которая ходит, если собрать 5 экономистов, у них будет 6 мнений, потому что у Кейнса их всегда 2. Она вот с той поры жива, и условно это правда, да? Я сам в это больше не верю. Хайек говорит, я действительно думал, что если я потрачу кучу времени на разбор общей теории, а потом он придет и скажет, выбрось из головы, я опять пересмотрел свою точку зрения. И ведь общая теория, это книга, блестящий ритор, блестящий полемист, блестящий эссеист. И Кейнс пишет книгу, которая плохо организована, которую читать почти как «Капитал» Маркса. Вот настолько тяжело прорываться. Я правильный, я первый раз читал ее в университете в рамках курса истории экономических учений. Потом, когда начал читать Макро, где-то году в 93-м я внимательно перечитал, а последний раз прошлым летом, потому что нарвался на одну статью, где человек совершенно по-другому, серьезный профессор, понимал Кейса. Я подумал, может, я чего-то когда-то не досмотрел, взял, потратил 2 дня опять на внимательное перепрочтение. Нет, я опять увидел точно так, как вот и было. Книга тяжелая для чтения. То есть совершенно. Там, а еще же Кейнс, он гениальный математик. Если 98% людей мыслят геометрически, то есть графиками, он формулы. Он алгебраист. Ну, то есть у него мышление другое. У него нету графиков. Графики потом появятся в продвижении вот этих кейнсианских идей. А там совершенно тяжело. Я нашел еще одну интересную причину, которую нашли в англоязычном мире исследователи, исследуя переписку Хайека с теми австрийцами, которые после Аншлюса уехали в США. Один из них был Готфрид Хаберлер. Хаберлер написал статью с критикой идеи мультипликатора. И захотел в журнале «Экономика», где редактором был Кейнс, как раз опубликовать ее. Не Кейнс, Хайек. У Хайека опубликовать. Хайек говорит, я не могу принять твою работу, потому что в следующем номере выйдет сенсационная критика со стороны Пигу работы «Общая теория». Я и сам не издаю свою критику, потому что если мы все сейчас это издадим, это будет выглядеть как целенаправленная атака на Кейнса. Помните, да, как я это обзывал? У меня сегодня это есть. Опять изящество и тактичность в ущерб однозначности. Хайек тактичен. У него нельзя это отнять. Он не смог организовать атаку. В отличие от Кейнса, который через Сафу, через Хутри тогда организовал атаку цены производства. Но есть еще одна точка зрения. Ее высказал, прошу прощения, Давид Санс-Бас, профессор испанский. Большинство работ Хайека в 10 лет после, с 36-го, да, вот, издания и по всем 44-м, по «Дорогу к рабству», это как будто специально написанные возражения общей теории, но нигде нету, что я это возражаю Кейнсу. Ну, то есть полностью идут возражения теоретические, но нигде нет фамилии. Например, конечно, экономическая теория знания. Маленькая статья 1936 года, которая вообще вот меняет Хайека. Он уходит вроде бы в сферу, как тогда казалось, философии, а на самом деле в сферу знания, которую привтягивает в экономику. И эта работа дает возможность проинтерпретировать вот всю ту теорию цикла, которую он выдавал с помощью треугольничков. Я утрирую, да, то есть понятно, что с помощью логики. Но в терминах ошибочной информации, которая распространяется через неправильное знание, через неправильные сигналы. То есть ставка процента, которая была искусственно сбита, она дает неправильную информацию о выгодности вкладывания денег в ту или иную сферу, инвестиций, не денег. И в итоге получается вот тот
поочередный двойной рост, когда мы не знаем, куда вкладывать, и вначале капитальные товары вкладываем и переобучаем людей, пытаемся их занять, а потом в потребительские назад все возвращается, и мы опять сталкиваемся с безработицей. В 1939 году выходит Profit Interest and Investment работа, и там, опять же, без имени, но на самом деле он критикует вообще весь макроэкономический подход с точки зрения агрегирования. Анализ совокупных инвестиций ведет к игнорированию фактора времени. Да, вбросили госрасходы и сразу заняли людей, потому что производство выросло. Ничего подобного. Производство идет в реальном времени. Ты инвестируешь, а товары неизвестно когда появляются. Все не так просто. И поэтому, у Кейнса на самом деле дефицита невозможен в принципе. То есть приспособление количественное против ценового идет у него тоже моментально. Ну и очевидно, что поскольку время нужно, если эти сбережения недобровольные, то все это время будет давление на потребительском рынке в сторону роста цен потребительских товаров, а это будет расшатывать структуру производства. Ну, чистая теория капитала. Большая серьезная работа, на русский не переведенная. Источник по Кейнсу, неважно, мы добровольными сбережениями финансируем инвестиции или приростом ставки процента, потому что макроэкономический подход, он исключает все остальное. То есть вот этих анализа, что будет с ценами, в нем просто нет. Концентрируемся на потоках денег, на денежных потоках. И кроме того, вот там очень много он прошелся по знаменитому Кейнсовому «In the long run, we're all dead». То есть в длинном периоде мы все покойнички, поэтому давайте думать исключительно про краткосрочные эффекты. Там Хайек очень жестко, он говорит, в одном месте, вот такая философия равносильна низведению науки до уровня обыденного сознания и восприятия экономических процессов бизнесменами. 200 последних лет наша наука развивалась, чтобы объяснить долгосрочные тенденции развития. Нельзя от этого отказываться. Возвращаясь чуть-чуть назад, в той же самой работе «Прибыль, проценты инвестиций», Хайек говорит, есть еще одна такая вкусная заморочка. Ведь на самом деле для того, чтобы ликвидировать безработицу, условно ростом госрасхода, либо стимулированием инвестиционного спроса, ты должен простимулировать именно эту отрасль, в которой возникла безработица. А специфика современной экономики в том, что только малая часть работников занята в производстве конечных товаров. Огромное количество работников занято в производстве там, АЭС строят. Да, не строят, а проектируют. Понимаете? Если ты начнешь стимулировать потребительские товары, на их занятость это вот никак не влияет. Дальше эффект Рикардо. Работа, короткая статья 1942 года. Он говорит, как только мы начинаем стимулировать спрос на потребительские товары, повышаются цены потребительских товаров, но значит падает реальная зарплата. Я очень люблю вот стиль вообще научный, даже вот язык вот этих 30-х годов. Вот что такое реальная зарплата? Сегодня в самом лучшем варианте в учебнике вы там найдете это номинальное разделить на уровень цен. Нет. Отношение номинальное к уровню цен тех товаров, которые покупаются на зарплату. Говорили в 30-е годы. Но действительно, ведь интересуют только те товары, которые вот на зарплату и покупаются. То есть совершенно узкий сегмент, да, то есть потребительских товаров. Так вот, как только повышается реальная заработная плата, из микроэкономики мы прекрасно с вами знаем со студенческих времен, что это прямой стимул перейти к капиталоемкой траектории роста фирмы. Если труд стал дорогой, мы начинаем покупать капитал. Да? И
Сокращается реальная зарплата, наоборот, к трудоемким уходим в ущерб капиталоемким. И как только мы отказываемся от капиталоемких товаров, от капитала, надо увольнять работников в тех отраслях. Потому что не нужно столько капитальных товаров. Ничего не работает. Отдельно в 1937 году вышла статья «Монетарный национализм и международная стабильность». Хайек полностью показывает, что политика искусственного стимулирования спроса ведет к автаркии, то есть к замыканию страны внутри себя. Потому что если начнется волатильность обменных курсов, если обменный курс начнет дешеветь, естественно, будет смысл отток капитала из страны. Если запретят отток капитала, предприниматели начнут включать излишки в цену товаров и через товары вывозить капитал. Ну, ничего не поменялось, да, то есть прошло 80 лет. Если запретить вывоз товаров через международную торговлю, тогда бизнесмены вообще начнут импортировать, наоборот, капитал. И капитал внутри страны, капитальные товары не будут производиться вообще. В итоге надо замыкаться. Это не путь. Это ненормально. 30-е годы это показали, потому что спираль международной торговли, когда она сократилась в 4 раза уже, наверняка, и это был удар по условиям Великой депрессии по всем странам. Ну и, наконец, 2 последних работы, о которых я уже говорил. Дорога к рабству. Вся аргументация – это возражение на программу социализации инвестиций. Это вот как будто вот против кейнсовой идеи давайте вот инвестиции не будем оставлять в частных руках. Однажды став на этот путь, мы идем к несвободе. Ну и последняя большая работа «Пагубная самонадеянность», она 1988 года. Хайек ее написал об эволюции общества через спонтанные порядки. Вот вся работа это вот как будто возражение на вот это вот in the long run we are all dead. Вся работа как раз про сверхдлинный период. То есть всю жизнь это носил с собой. Иду уже потихоньку к выводам. Отказ жестко возразить на общую теорию стоило ли нам и проигравшего в дебатах. И сам Хайек сказал уже спустя лет 30, говорит, меня не отпускает такое чувство, что вот я должен был сделать свою прямую обязанность и уклонился от нее. Не возразил. Но почему так случилось? Почему? Экономическая наука, естественно, пошла в развитие вот этих вот обоснований государственного вмешательства. И тут по целому ряду причин это произошло. Во-первых, по воспоминанию Фридмана, Милтона, в 30-е годы альтернативой, все, чему учили, это была очень мрачная теория Мизеса Хайека. Почему мрачная? Потому что там всегда за квазибумом идет спад. А тут появляется эта простая, легенькая доктрина из Кембриджа. Все очень просто. Накачивай госрасходами, и кризис решен. Кажущаяся легкость, она всегда вот притягивает неподготовленные умы. А интеллигентность, я уже об этом говорил, Кейнсов пиар. Да не столько там той общей теории, сколько из нее шума произошло. Ну а потом еще больше. Потом Хиггс и Самуэльсон прикладывают руку, Самуэльсон пишет первый учебник и туда загоняет этот крест, 45% кейнсианство. А Хиггс через год предлагает свою интерпретацию Мистер Кейнсен Classics и рисует SLM-модель. Знаете, все было бы хорошо. Ну хорошо, нарисовал он SLM-модель. Но когда ее сегодня начинают, не понимая, рассказывать,
Ведь что такое АЭС, инвестиции и сбережения? Это товарный рынок. А у нас сегодня из АСЛМ строят совокупный спрос, а потом добавляют совокупное предложение. А совокупное предложение, оно уже в АЭС кривой должно быть. Понимаете? Давно уже проанализировано, раскритиковано, а мы продолжаем. Зачастую, вот, даже коллеги мои бездумно каким-то образом, да, брать учебники, да, это в учебниках, но это не значит, что это хороший учебник. Это не значит, что это хорошие учебники, но это не значит, они очень хорошо рассказывают то, что неправильно. Понимаете? Вот, ну и был еще один момент, который нельзя забывать. Австрийская школа потеряла после аншлюса институциональность, институализирующий университет. Их распростало по миру, они стали разрознены, и школа вернулась только в 80-е, 90-е. Ну и плюс к этому, это вот, у меня есть такой термин, государственный экономист. Экономист, работающий на правительство. Это то, что появилось в 30-е годы. Это благодаря новому курсу Рузвельта появились вот экономисты, непосредственно работающие на правительство. А что такое экономист, работающий на правительство? Это человек, который должен прийти и сказать, что он отработал выделенные на него деньги. Условно, придете вы к премьер-министру Беларуси и скажете, что если снизить налоги, то это будет очень здорово, потому что инвесторам это увеличение чистой ожидаемой прибыльности проектов, правда? Ну и так далее расскажете. Меньшее влияние на цены. Он в ответ скажет, я и сам это знаю. Ну, то есть ты говоришь здравый смысл. А вот ежели ты принес книжку, там, эконометрическую страницу 900, и показал, что вот действительно уменьшение налогов там ведет там, к 3% росту ВВП, там, еще чего-то. Ну, это уже будет, это поработал. И вместо анализа предмета начали концентрироваться на методе. Начали развивать вот этот вот математический метод анализа, превратив экономику в башню слоновой кости. Конечно. Когда очень все красиво, но на выходе бессодержательно. Я очень люблю один пример, я его люблю рассказывать. У коллеги дочка на PhD была. Помните дилемму заключенного? Ну, условно, есть ну, там, только не 4 квадратика, но условно 12. И экономика может попасть в разные равновесия в зависимости от двух критериев. Ее задача в диссертации рассчитать вероятность, с которой экономика попадет в равновесие там, в наибольшем количестве квадратов. Я ему говорю, подождите, но вы-то человек умный, вы знаете, что в экономика в равновесие никогда не попадает. Есть тенденция. Он говорит, ну зато какое классное упражнение для мозга. Да, классное. Но проблему вообще не решает. И вот экономика ушла сюда. С моей точки зрения, очень вот, Кейнсов подход стимулирования спроса, когда все можно решить, увел всю науку туда. А вот это обещанная раньше цитата Хиггса. Когда работы Хайека и Мизиса о бизнес-циклах печатались в 30-е годы на английском, английской экономической науки не существовало. А еще их модель была too complex, очень сложной. Она действительно охватывала разные рынки и разные вещи. А потом ты читаешь в каком-нибудь учебнике политологии, коллег-политологов нету, к сожалению, о том, что Кейнс это представитель идеологии неолиберализма. Ну, когда леваки украли термин либерализм в США, сделав верх похвалы либерализму как идеологическому направлению, стало понятно, почему это надо назвать. Читаешь любую энциклопедию, основной вклад Кейнса – обоснование необходимости госвмешательства. Это противоречит центральному пункту либерализма всех времен. Они говорят, окей, это тогда вот либерал-реформизм. Или там неолиберализм, или еще что-то. И теперь немножко в защиту Кейнса. Он, это большое дело, он не переносил на личные отношения споры в науке.
Они дружили с Кейнсом, с Хайеком. Когда лондонскую школу экономики, когда бомбежки начались, Лондона эвакуируют в Кембридж, он помогает ему найти жилье, которое трудно найти. Они дружат с семьями, они ходят друг к другу в гости. Кейнс рекомендует Хайека в Британскую академию наук. Кейнс восторгается дорогой к рабству. То есть это большое дело. Он не делал экономику математизированной, при том, что он шикарно знал математику. Для него экономика — это наука moral science, из вот той вот области социальной философии, которая должна охватывать понимание всех социальных процессов внутри. А потом, у меня давно, в 1969 году, выдал такую фразу: очень жалко, что Кейнс так рано умер, в его лице я потерял надежного сподвижника в борьбе против инфляционистов. Я это прочитал, наверное, году, условно, в 97-м, давно. И сразу подумал, а ведь действительно, открываешь учебник, и всюду пишут: Кейнс там певец инфляции, Кейнс инфляционист. Граждане. Модель совокупный спрос, совокупное предложение, отрезок совокупного предложения горизонтальный со стабильным уровнем цен называют кейнсианским. Где здесь инфляция? Даже в учебнике вы перерисовываете, что нету там инфляции. И вот я мучился, а где же место инфляции в теоретической системе Кейнса? Я нашел. Очень многих коллег спрашивал, даже 2 человека за эти годы правильно сказали. Ну, по крайней мере, предположили. Оба посткейнсианцы, один российский, один немецкий. Логика такая. Главная проблема — это то, что фирмы не делают инвестиционный спрос. Да? То есть нет инвестиционного спроса. Если допустить, что инвестиции с большей вероятностью делают с уже заработанных денег, чем с одолженных, то увеличение прибыли должно вести к увеличению инвестиций. Неожиданная инфляция в условиях, когда цены на остальные ресурсы фиксированы, увеличивает прибыль фирмы. Вот единственная логическая вот такая цепочка, где можно объяснить инфляцию у Кейнса. Еще одна классная цитата из Хайека. Период 1931-1937 года — это закат, зенит одного периода в истории теории и начало нового. Но я не совсем уверен, что те изменения, которые произошли, благотворные и позитивные. Нам когда-то придется вернуться в ту точку бифуркации, где мы пошли не туда. Кризис 2008-го, он, наверное, вот заставляет сейчас макроэкономику так или иначе возвращаться вот в ту точку бифуркации. По крайней мере, идет переоценка инструментов политики. Уже нету столь рьяного отстаивания идей, что госрасходы все решают. Во-вторых, есть такая штука, проблема доверия, потому что через доверие экономических субъектов можно выйти. Будущее не определено, если доверия нету, то рушатся все макроэкономические модели, потому что они построены на идее либо рациональных, ну, как правило, рациональных ожиданий, а это просто летит в тартарары. Ну и в-третьих, есть проблема знания, которую сегодня серьезные вот макроэкономисты пытаются вкрапить в модели. Почему? Потому что проблема по Хайеку, смотрите в чем. Знание рождается на рынке, оно сегодня еще не создано. Оно будет создано в процессе решения, в процессе распределения, в процессе покупок, в процессе решения об объеме инвестиций, о ставке процент, об сбережениях. Пока его нету, оно не создано. А если знаний нету окончательно, и мир не посылает, то не бывает вообще оптимального. Мы не можем оценить, какое поведение оптимальное. А мы начинаем строить оптимизационные модели. А их нельзя строить, потому что знания нет, что оптимально. Ну, это такая вот большие вызовы современной макроэкономики, которые надо вкраплять, надо что-то делать. Вот на этом я закончу с вашего выступления. Сейчас ладно. Да, что почитать? Что почитать?
Ну, конечно, Хайека и Кейнса. Майборда Евгений Михайлович глубок, интересен, и это потрясающий стиль. Вот. Если наскок, то без второго слова он говорит, это наскок. Вот. У меня вышли 4 статьи, которые по теме. Первая в 2007, такая, она публицистическая, ну не, она научная, но без серьезного такого макроанализа, Кейнс против Хайека. Это был ответ на статью профессора Скидельского в вопросах экономики, но у меня в Вестях СССР вышли. Надо было все-таки искать более популярный журнал. Вторая статья у меня вышла в журнале «Социология» в 2011 году. Там как раз анализ политических идеологий, там на стыке. Можно ли считать Кейнса либералом? В 2015 как раз по теории цикла австрийской школы большая статья в журнале «Экономическая политика» вышла. Я убежала буква, поправлю сразу. Язык поменяю. Экономическая политика. И вот многое из того, что я сегодня рассказывал, это статья, которая принята в печать, она должна выйти в конце июня в Вестнике Санкт-Петербургского университета. Как раз дебаты Кейнс-Хайек. Ну, еще одна в Вестнике МГУ вроде бы должна до конца мая принять решение, когда по дебатам с Рафа Хайек, но это другая тема, это может быть будет тема нашей следующей встречи. Спрашивайте. Можно ли мои дети сфотографироваться с вами? Ну, потом. Татьяна, потом. Сейчас побежим разговаривать. Хорошо. Хорошо. Не знаю. Такие спонтанные. А там ваш сайт был вроде, да? Телефон, да. Телефон и сайта у меня нету. Почта? Почта. Там почта. Можно в Фейсбуке меня найти? Можно в ВКонтакте даже найти, я иногда еще туда ложу. Вот. Да, ВКонтакте, кстати, у меня в видео висит рэп Кейнс против Хайека. Если кто-нибудь видел, это очень шикарно снятый рэп-баттл. Я понимаю, профессоров американских, они мучились тоже, как заставить студентов что-нибудь прочитать. Вот они придумали все это сделать, заснять вот такого ролика. Достаточно интересно и достаточно содержательно, если в текст всмотреться и вслушаться. Вот, поэтому это я тоже бы рекомендовал. Ну, если все, давайте в частном порядке. Нет, Да. Да. Александр Васильевич, наверное, как с точки зрения истории и всего остального, а не влияет ли на вот эту теорию то, что один все-таки был чисто экономистом фактически, а второй действительно смотрел с точки зрения общей науки? Они не могли прийти, наверное, к единому мнению. То есть вообще возможно ли согласие двух ученых, которые смотрят с разной позиции? Нет, ну я не могу сказать, что один был чистый экономист, а второй нет. У одного образование математики широкая эрудиция совершенно, очень широкая. У второго образование юриста, он вообще право заканчивал. И настолько же широк. Что? То, чем они занимались потом в жизни. То, чем занимались, да, возможно. Тут я скорее, понимаете, это традиции британских университетов. Они себя всегда чувствовали частью истеблишмента. Да, то есть вот обосновать ту или иную политику. А как только у тебя в голове сидит обоснование политики, ты начинаешь... У Кейнса, например, был радикальный разворот. Он всегда был за свободу торговли, а в момент, когда там безработица качнулась, в США принимают тариф с Мусахаули в 1931, по-моему, это было. Кейнс переворачивается на 180 градусов. Да, давайте вводить. Давайте и мы будем вводить. И после этого обосновывать теоретически, почему надо. Ну, это, наверное, проблема короткого и долгого периода. Да, тут проблема скорее восприятия короткого и длинного периода. То есть одного интересовало, ну, как говорят, есть хорошая шутка, чем отличается политик от политического деятеля. Политик думает, не думает дальше следующих выборов, а
А политический деятель думает, чего про него внуки скажут. Вот здесь приблизительно то же самое. Как решить короткую проблему, а то, что решением короткой проблемы ты на самом-то деле загонишь все еще глубже и будет все еще хуже. Может быть, отсюда. А так, конечно же, они смотрели оба глубоко, оба по-разному, Но сегодня же, наверное, приверженцев в основном все равно только по Хайеку, да, в австрийской школе. Основное это приверженцы теории Хайека. Нет, внутри австрийской школы есть столько сейчас вклада в теорию цикла, самого разного, с разных направлений. Там был Ротбард, много сторонников ротбардианства. Я, например, нет, я остался где-то в теории цикла. Может быть, не в теории цикла, а больше... Как только происходит осознание развития цивилизации через спонтанные порядки, ты навсегда остаешься менгерианцем и хайекианцем. Вот. Нельзя ничего придумать. Нельзя У меня на почте какой-то дядька... Стримите, да, еще? Да. Третье письмо сегодня, третью статью свою прислал. Я после второй уже прислал. Чем я обязан? Мы не знакомы. Я нашел, он там военное училище заканчивал, где-то вот живет, пишет статьи, как обустроить лучший мир сделать. А я вообще сторонник того, что нельзя придумать лучший мир. Да. Методом проб и ошибок мы отбираем лучшие практики, но попытки отослать куда-то нарываются, а зачем? Я вот этого не знаю, условно, и знать не хочу. Я вот предложил свое, а вот вы предложите свое. Да не хочу я предлагать свой лучший мир. Вот как только вот начинаешь понимать вот это, осознавать, это даже не понимание, это, что не надо, претензия знания, да, то есть presence of knowledge, хайековская. Как только ты берешь на себя больше, чем надо, ты превращаешься в конструктивиста. Ты думаешь, что ты можешь построить лучший мир. Не можешь. Все. А в традиции вот активизма британского, мы можем улучшить. Давайте. Улучшить, причем придумав что-то, не подстроившись под что-то. Да, может быть и можно что-то улучшить. Естественно, люди смотрели, у кого, если кто-то перенимал какую-то группу людей хорошую, правильную практику, и они начинали жить лучше благодаря этому, естественно, надо перенимать и других. Совершенно нормально. Тут вопрос из чата, который, соответственно, вопрос из чата, который нам сейчас показывают. Зачем акцентироваться на вере предпринимателя, когда достаточно просто роста рентабельности предприятий после ликвидации ошибочных инвестиций? И еще раз, акцентирует Кейнс? Внимание. Нет, это вы, наверное, зачем акцентируетесь на какой-то доверие предпринимателя, на доверие институциональному, я так понимаю. Если после ликвидации ошибочных инвестиций идет рост рентабельности предприятий, и, соответственно, никакая вот дополнительная вера не нужна. Но я бы спросил, например, следующий вопрос. Да, я вот честно, я до конца не понял. Если речь о том, что я вот в конце говорю, что можно в макроэкономику вставить в модели, то это будет один ответ. А если речь о том, почему Кейнс считал, что нету веры предпринимателей в завтрашний день, то там совершенно понятно, у него качнулось, как и идет Великая депрессия. Да? Давайте посмотрим время дискуссии, время написания. ВВП минус 30%, дефляция минус 25%. Ты будешь делать, а цены будут падать. И проблема дефляции, ведь это не решение такое, как было в 19 веке. Упали цены, хорошо, снизим заработную плату номинальную, все равно реальная не упадет, раз цены снизились. А в 30-е годы профсоюзы уже не дают ее снизить. Да, и получается, что инвестировать в ожидании, что цены будут падать, это надо очень рискованными быть. Отсюда было неверие, отсюда покачнувшаяся уверенность тогда, уверенность инвесторов, надо ли инвестировать. А второй момент — это перегретый фондовый рынок. То есть это уже следствие политики, которая проводилась, потому
потому что занижение процентной ставки и выброс денег в экономику это всегда есть в трансмиссионном механизме монетарной политики такой канал, они так и говорят, что это канал фондового рынка, либо портфельный канал, когда поддерживается высокая цена доходных активов. Вот, и совершенно понятно, что чем она выше, тем больше опасения инвесторов, что вот он переломный момент сейчас наступит, и они начнут падать в цене, эти акции, облигации. Естественно, никто не хочет на пике покупать. Вот, и поэтому тут еще и следствие политики навалилось тогда абсолютно все, и поэтому неверие предпринимателей тогдашних в перспективы инвестирования совершенно объективное явление. Другое дело, что оно не решается снижением ставки процентов. То есть разрешается только ситуации, когда действительно все искажения прекращены, но искажения требовали кризисного решения. То есть решение через кризис. Решение через кризис. А вот все работы, которые писал, они же фактически уже там 36-й год, да, 41-й, это уже, ну, в общем-то, там, ближе к концу Великой депрессии, либо к ее окончанию. Вот ну, есть мнение, слышал не раз, что Хайек выписывал Кейнс выписывал свои рекомендации из фактических действий, которые страны предпринимали по борьбе с Великой депрессией. Так ли это? И там, ну, насколько, учитывая в кавычках успех этих действий, ну, имело смысл их как-то обличать в книгу? Да, давайте по-другому. Это всегда такая вечная шутка, когда прямо в учебники люди вписывали, что на основе рекомендаций Кейнса, там из общей теории, был построен новый курс. Новый курс начался в 1933 году, работа выходит в ноябре 1936. Ну, то есть давайте понимать, что на самом деле все наоборот. Насколько вписывал Кейнс то, что практически реализовывалось, тоже не очень. То есть у него была задача обосновать, но, по крайней мере, любое теоретическое обоснование требовало каких-то конструктов, которых в реальной жизни нету. В реальной жизни, ну, условно, выделили деньги на госрасходы, либо там уменьшили процентную ставку. А ты должен был объяснить, почему спрос на деньги не поменялся, и почему процентная ставка может работать, либо не может работать. Да, поэтому говорить, что однозначно он... Плюс был ли успех, да, а когда Великая депрессия закончилась, сегодня переоценка совершенно понятна. Уровень безработицы в 17% в 1938 году это выход из Великой депрессии или все-таки еще нет? Ну да, 17 это меньше, чем 25, но это 17. Да, вот уже через год мировая война. Вот, и поэтому... Нет, я не был бы столь категоричен, что Кейнс вписывал в свою работу то, что делалось. Понятно, он каким-то образом это анализировал, но вряд ли. Там теоретическое построение, там есть другие минусы в работе. Ну, я бы это не вмешивал сюда, не вплетал. Что он именно брал то, что делалось на практике, и просто вписывал это как теоретические рекомендации. Нет. А вот все госрасходы, которые вы рассказывали, их источником все-таки, если не инфляция, то налоги получаются? Или какие способы как раз увеличения госрасходов? Заимствование. То есть в первую очередь заимствование. Когда началась война и Кейнс и Хайек по одну сторону были в борьбе против инфляции, там как раз шел вопрос, как финансировать госрасходы эмиссии либо займами, и ну, там придумывались как раз варианты займовые, чтобы не давить на инфляцию, и здесь Кейнс был по одну сторону баррикады. Вот. Что касается вот тех госрасходов, ну, я показал вариант простой, налоговый, поскольку там не делаются инвестиции, давайте это у них заберем в виде налогов и сделаем госинвестиции, результат будет тот же самый. А это, ну вот, 30-е годы, вот такое соотношение между тем, что хуже, высокие налоги, ну, повышение налогов или повышение инфляции, оно было общепризнанным? Не повышение инфляции, инфляцию мечтали поднять. Повышение безработицы. Нет, именно инфляции не было. То есть дефляция, идет падение цен, инфляции нет. Ну, поэтому повышение налогов... Вы говорили, что инфляционные, ну что, в общем, через печатный станок
а финансирование госрасходов не предусматривалось, да? Вот. У Кейнса жестко этого нет. Да, то есть вот, говорить, выдумывать то, что... Да и противоречия бы не было. Даже если бы это эмиссионное было финансирование, на тот момент, кроме блага, ничего бы он не видел, потому что надо было каким-то образом простимулировать. У него все-таки ключевой момент не ценовой. То есть он действительно анализирует в рамках короткого периода с точки зрения жестких цен, да, с допущением о том, что цены достаточно жесткие. Приспособления идут количественные. И поэтому он говорит, увеличится совокупный спрос, да, effective demand, увеличится, простимулируем экономику, начнется рост. Навстречу. Ну, начнется рост, очевидно, что товаров станет больше, для обслуживания сделок нужно большее количество денег. Начнется рост, вырастут доходы, большую часть будем, долю доходов будем хранить в виде денег. Поэтому я действительно не вижу инфляционных. В общей теории нигде нет слова инфляция. Проповедования инфляции нет нигде. Наоборот, он говорит скорее о проблеме снижения цен, о проблеме функционирования в рамках sticky wage, да, то есть жесткой заработной платы и жестких цен. Вот поэтому он не был инфляционистом. Но общая теория породила столько направлений внутри кейнсианства, что потом уже удержать и уследить было невозможно. Хорошо. Если вот про Хайека, Хюльсман в своей этой толстой биографии Мизуса как раз он посвящает Хайеку, периоду Хайека в Лондоне, соответственно, в Британии, может страниц 10, и жестко его критикует за то, что не выполнил возложенную на него великую миссию, что он потратил весь кредит доверия, который был ему выдан вместе с рекомендательными письмами, в общем, с пиаром, данным ему при появлении Великобритании в 1931 году, и что поэтому после этого австрийская школа не только на континенте исчезла, но и, соответственно, ее на островах, соответственно, ее судьба тоже оказалась какой-то незначительной. Так ли это и вина ли это во всем Хайеку было? Почему виноват только Хайек? Только потому, что он знал английский и уехал в Лондон? Почему не Ханс Майер, который в это время возглавил кафедру в Вене? Почему не Хаберлер, который эмигрировал в США? Хайек как молодой лидер. Давайте понимать, что 32 ему, когда он приезжает в Лондон, он тоже еще достаточно молодой ученый. Я еще раз говорю, у меня, что в прошлый раз, да, я говорил по дискуссии о расчете при социализме, что здесь я вижу очень много таких субъективных факторов, почему такое восприятие сложилось. Субъективное со стороны персоны, да, то есть Хайек токсичный, Хайек интеллигентный, да? Но были ли объективные вещи? Если бы, вот как вы думаете, было ли бы нормально воспринято в 30-е годы, ну просто вот оценка, работы, которая бы проповедовала бы кризис, либо ничего не делать? То есть правильный ведь путь ничего не делать, ждать, пока рынок восстановится. Да, то есть начнут работать автоматические стабилизаторы. В кризисе ничего не делать. Вот была бы реакция. Понимаете? Во-вторых, он был просто профессор, да, он был представитель школы, он был один. Обратите внимание, то есть мощной поддержки не было. Винить, пропал кредит доверия. Да туда уже, кстати, рекомендательные письма не делали, Робинс его звал. Профессор. На эти лекции. А по-моему,
работы и в дискуссии о социалистическом планировании, и вот здесь вот это как раз работы, которые продолжат какую-то перспективу исследовательской программы школы. И, в общем, надо посмотреть, конечно, как Хьюсман трактует. Я, честно, вылетело это из головы. Больше все-таки про Мизеса в этой книге смотришь. Вот, Ну, там просто заметно, кого он не любит. Супругу Мизеса, вот, Хайека и Айн Рэнд. Ну, так всем понимают. Ну, Айн Рэнд он не любит через Ротбарда, наверное. Нет, подождите, к Хайеку очень уважительное отношение у Хьюсмана как раз. То есть тут уже, позвольте, такие личный инсайт. Другое дело, что очень много вот этих ротбардианских штук, то есть Ротбард всегда считал, что он наследник Мизеса и поэтому выдвигал свою фигуру выше, чем кого-то, но я всегда ко всем вот этим, прочитайте цены и производства, вот ко всем таким критикам, посмотрите, насколько работа маленькая, логичная, глубокая. То есть просто вот идешь за мыслью и понимаешь все, что человек хотел сказать. Это не хуже, чем Мизес, но Мизес все такие же работы. То есть абсолютно. Вот традиция одинаковая. Вот с точки зрения вот написания, это совершенно вот логичное изложение, которое не допускает никаких там двояких трактовок. Я не обвинял бы Хайека. Там, еще раз говорю, там объективные вещи, субъективные вещи, плюс, повторюсь, утрата Веной институциональности, это тоже очень важно. Это почему-то всегда недооценивается, а когда университета нету, и за ним ничего не стоит. Мизес был в Женеве, Мизес был никем, потом в США, визитинг профессор. Хайек переезжает в Чикаго после дороги к рабству и уходит на кафедру не экономики, социальной философии. Мы были вообще оторваны. Но тоже интересно, Мизес же не упрекал Хайека в этом. Если уж кто-то имел право упрекнуть, то Мизес. А он не упрекал. А интерпретация сегодняшнего дня очень сложно. Ну, если будет возможность, спрошу. Хьюсмана. То есть его мнение. Вот действительно, попробую. Возможность есть сегодня. Проблем никаких нет. Все, устали. Тут еще просят раскрыть мысль о доверии на рынке и проблеме его отсутствия. Насколько вы это понимаете? Еще раз, доверие. Доверие на рынке и проблема его отсутствия. Нет, давайте вот доверие, уже мое понимание вот того, чего я про макро, говорю? Да, пару слайдов надо в конце. Честно, был бы благодарен спокойно, если в письменном виде я могу это выставить и отвечу совершенно спокойно и подробно, потому что там надо влезать в дополнительные вещи, то, что в макро происходило, потому что происходило развитие макромоделирования в эту сторону. Во-вторых, вышли неплохие работы, причем в Беларуси по доверию. В том числе у господина Воробьева и Татьяны Майбород. Очень хорошая работа, интересная, по доверию субъектов. И в России появились такие достаточно интересные работы. Вот. И там проблема в конечном итоге сводится к тому, что в макромоделях меняется основание. То есть мы исходим из рациональности субъектов хозяйствования
из рациональных ожиданий. А доверие, оно добавляет вылет этой рациональности всей. Вот. Ну, если человек напишет, я же говорю, я спокойно, подробно ему. Можно в Фейсбуке написать, я тогда спокойно обязуюсь вот ответить. Уделю время, чтобы... Ну, потому что это надолго. Вот. Все, давайте тогда закругляться. Огромное спасибо. Заранее, ну, за 2 недели, вот если следующая будет в июне, а я хочу ее в июне еще 3-ю делать по СРАФе, а 2 остальных выносить на осень. Большое спасибо за стрим. Спасибо вам. Всем спасибо за вопросы. Спасибо. Да. До свидания. Я вот тогда прислал. Что ж. Всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк и ждите новую лекцию в июне.